Что с уроками сегодня? А? С уроками как у тебя сегодня? Нормально. Все сделал? Да, Домашка, да, геометрия, контрольная. да, все повторил. Ну, молодец. Воспитать, наверное, нормального пацана, мужика в будущем, да, вот прям, чтобы был главой семьи и прочее. Мне единственное, что самое главное должно быть, это просто проводить с ребенком время. Не нужно придумывать подарки там за дикие деньги, не нужно там вот что-то для него, одежды, там, развлечения какие-то ему. Нужно просто с ним это делать. Вот это единственный совет, который есть, просто проводить свое время вместе с ребенком. Наша цель – это общение с нашими сыновьями. Мы им очень мало внимания уделяем, они больше поддаются влиянию интернета, и это неправильно. И очень у нас сейчас мало желающих служить нашей Родине. И очень много мужчин, которые отказываются кормить своих детей после разводов. Нужно с детьми заниматься, особенно с сыновьями, потому что сыну только может дать воспитание – это отец. То, что мы сегодня здесь, это один шаг, чтобы общаться со своими детьми, может быть, не в городской среде, а вот здесь, в природе. Так что идем на конный тур все вместе. Ура! Роль отца как в воспитании детей, так и в обществе в целом огромна. Отец является поддержкой семьи, движущей силой развития общества. В последнее время много говорят об этом. Общественная организация «Совет мужчин Башкортостана» собирает неравнодушных отцов и выполняет реальные дела. Мы расскажем об одном из них. Александр Дмитриченко живет в Уфе. Родом из далекого Иркутска. С супругой Еленой растят двух сыновей. Александр Викторович руководит предприятием «Гарант», является членом общественных организаций «Совет мужчин. Опора России». Но в его насыщенном графике на первом месте стоит общение с сыновьями. Александр Викторович активно участвует в жизни школы, где учится младший сын. Водит класс в походы, участвует в работе родительского комитета. Кто еще, ребята, инструктаж не прошел? Автограф. Я за него больше боюсь, конечно. Но еще бы. Я тут немножко был, ездил, а он-то первый раз. Он в парке круг делал там, ну, это как бы не считается, когда вот за узды ведут, а когда сам на лошадке, конечно. Она еще и рысью пускается, так еще уф. Говорят, даже она выиграла соревнования какие-то тут в молодости. Ну, резвая, классно. Посмотрю, конечно, за ним, что, блин, страшно все равно. Необычно для городских жителей же. Первый раз, когда он поскакал, то было очень страшно, немножко. Вот, но я просто держался за седло. Потом, когда у меня хватило смелости его остановить, я сказал ему «р» и все. А так, в целом, когда он бегает, то я уже понял, как именно нужно садиться, чтобы не отбивало заднее место. Впечатления против хорошие. На горе немножко холодно, я закрылся капюшоном. А так в целом хорошо. Если конь будет понимать тебя, то поездка будет просто хорошей. Просто отличной. Все, давай. Куда? Мероприятие, которое было организовано в Бурзяне, помогает многим, вот именно семьям больше увидеть друг друга. Собираются заинтересованные люди вместе, они начинают делиться, конечно, опытом. Кто-то то делал, кто-то это делал, кто-то туда съездил, кто-то здесь. И любые объединения, там, Совет отцов, это может быть там отцовский комитет, да все что угодно, просто там
чат мужчин. У нас в опоре России есть тоже мужской комитет, мы собираемся вместе, мы 2 года подряд организовываем тоже выходы на природу вместе с детьми, с пацанами, опять же. В палатках устраивали конкурсы, как завязать правильно узлы, как разжечь костер, как стрелять из лука. Все это пацанам нравится, и нравится папам, мы же вместе. И знаете, что самое интересное в этих походах, которые мы делали, вот именно отцы и сыновья, это то, что даже маленькие пацаны маму не ищут, мамы-то нету рядом. И приходится все делать самим. Сопли подтирать самим, там, переодеться самим, шнурки завязать самим, то, что обычно мама делает, да. Вот. А здесь ничего, папа сказал, нет, иди переоденься, все. Материнский, женский взгляд, он по-другому работает все-таки там, да. С папой компромиссов обычно не бывает. Что сказал, то сделай. Таких проблем обычно не возникает. Я не хочу, я не буду, потому что это весело, это задорно, интересно, и под папиным чутким руководством, что самое главное. Наше счастье жить такой судьбой. Давай. Спорту меня отец приучил, потому что мы еще с самого начала меня в Черниковку в бассейн записал. Вот, я там плавать научился, под водой плавать. Потом уже как-то пошло дальше, в «Динамо» начал плавать. На соревнованиях участвовать. Ну и 7 лет там плавал. И, к сожалению, забросил, потому что интерес пропал. Но для себя базу оставил, иногда тренируюсь, также поддерживаю форму. Вот, дальше после этого велосипедом начал увлекаться. Гоняю регулярно по городу. Ну, на полупрофессиональном уровне таком. То есть очень быстро по улицам, частенько по лесу, по трассам, по различным трамплинам. Вот. Старший Иван, когда ему было 16 лет, папа, у тебя нет там чем поработать, там, деньги позарабатывать, да? И я взял его на работу курьером, он действительно ездил по клиентам, отвозил бумаги, счета, акты, там, какие-то небольшие вопросики решал, то есть если к нам обращались, ну, соответственно, через него узнал хорошо весь город. Сначала ездил на автобусе, потом чуть постарше стал, купил себе велосипед, то есть он заработал на велосипед себе, купил велосипед, хороший такой, и стал гонять на велосипеде, причем вот полюбилось просто ему вот на велосипеде, и он прям с Черниковки мог до Демы на велосипеде, вот рюкзачок за спиной с документами и поехал. Да, заходите. Девчонки, садитесь. Смотрите, у нас справочник промышленника. Подготовили маркетологи письмо. Я вам в электронке разослал. Посмотрите. И вот этот вот шаблон используйте, пожалуйста, в работе. Наше ноу-хау. Поработайте, посмотрите. Там план. Я хочу быть как он, вот он является директором компании «Гарант». Ну, вообще, он довольно-таки долго проводит времени на работе, то есть с утра до вечера. А если приходит домой, например, вечером, да, то, естественно, он уже уделяет время ужину, семье, вот, нам с Ванькой. Так, сейчас. Ау! Что у нас на ужин будет? На ужин у нас сегодня фирменный бабушкин рецепт. Курочка с гречкой. Поможешь? Давай помогу. Давай, заходи. Держи ложечку. Я тут замариновал уже. Вовнутрь накладывай. А внутрь надо? Да, вовнутрь. Ну, у нас в семье всегда так. Кто первый с работы приходит,
кто-то готовит, поэтому еще бабушка с дедушкой по такому принципу, ну и мы по такому же принципу живем. Суббота-воскресенье вообще, можно сказать, мой день. Супруга отдыхает от кухни, а я тут салатики, курочки. Курочка и картошка. Вот я просто балдею с этой еды. Ну, за курицу он продаст все, можно сказать. Он курицу в любых вариантах. Ножки, крылышки. Ну еще и пиццу с суши. Ну, Тоже вместе готовили, да? Ну, кстати, пиццу он научился сам готовить. Он берет тесто, да, там делает, потом уже научился потихонечку пиццу готовить. Все женщины готовят вкусно, да, Паш? Что же говорить? На шеф-повара всегда почему-то мужчины. Поэтому уметь готовить это нормально, это хорошо. Мы любим вкусно поесть. Я думаю, что все мужчины умеют готовить, просто некоторые стесняются. Потому что, многие считают, что Или это, ленятся. считают, что это женское занятие, хоть вроде бы как, да, поэтому в семьях обычно женщина, там, хранительница очага на кухне. Я говорил уже, наша мама стюардесса, она летала, и часто не было дома. А что делать? Детей надо же кормить. Кормишь, готовишь, что-то вкусненько хочется приготовить. Потому что на одними пельменями сыт не будешь же, и мясо надо. Гарнирчик надо, супчик надо сварить. Он у нас вообще молодец. И приготовит, и накормит, и уберутся они под его началом. И домашние задания обязательно скорректирует, проверит. Когда я была в авиации, конечно же, дом полностью ложился на плечи мужа. Очень много познал, очень много узнал при помощи моего отца. Во-первых, готовить, разговаривать, ездить по всяким там торговым центрам, по магазинам, все время с ним. Мне кажется, любому пацану нужно с детства о ком-то заботиться все равно, чтобы он привыкал что-то с собачкой, с кошечкой, еще чем-то, чтобы у него это было. Ответственность какую-то, по крайней мере, если взрослый человек отвечает перед своей семьей, пусть ребенок отвечает за своих питомцев. Но как без животных жить? Я не знаю. В моем детстве всегда было тоже, были кошки дома у родителей, собаки были у родителей. Поэтому все, что идет, наверное, в нашей семье, это идет от семьи, от той, в которой я рос. А многие же просят: пап, купи мне собаку, пап, заведи мне кошечку, хомячка, просто что было, да, Юлька? Иди сюда. Да, кому-то собака в лесу погулять, конечно, обязательно. Детям с животным, никак нельзя. Александр, он классный отец, он постоянно с детьми, чему-то их обучает, особенно он с мелким вообще любит возиться постоянно. Покупает им конструкторы, что-то они там возятся, делают, создают, постоянно ролики с ним снимают. У Пашки, у мелкого, у него даже свой аккаунт есть в YouTube. Выкладывает то, что они вместе с отцом делают. Постоянно с ними. Ну что, сегодня мы с вами будем паять электросхемку. Многие ее паяют как подарок мамы. Не будем на этом путаться. Это у нас сердечко. Я думаю, лапочки так будут по спирали мигать. И нужно очень много паять. И наконец-то мы припаяли нашу электронную схемку, сердечко. И я посмотрел, мне папа мой показал, что включать и не нужен. Отодвинул батарейку вперед, моргать. Отодвигаешь батарейку назад. Очень крутой механизм. Старшему может помочь добрым словом, советом. Можно всегда на него положиться, обратиться к нему. Человек мудрый, опытный. Он у нас всему голова. Хороший лидер, он глава нашей семьи. Наша спина, наша опора.
Он молодец, на самом деле. Я его стараюсь всегда поддерживать, конечно. Мы с братом, на самом деле, разные люди получаемся. Вот, к нему все помягче, сходит с рук, там. Вот, ко мне отношения были немножко пожестче. Я ему благодарен за все то, что он сделал для меня, потому что я понимаю, что это все пошло на благо. На мое, как на становление личности, мое развитие, вот, воспитание. И считаю, что это все правильно было, все, что он делал по воспитанию. Для Пашки я, наверное, уже отец опытный. И с ним, наверное, я не совершаю тех ошибок, отцовских, наверное, да, которые были у меня с первым ребенком, да, с Ванькой. Пацанов-то должны мужики каким-то образом воспитывать. И им с кого-то пример надо брать. Там много неполных семей, там, да, но, по крайней мере, должен быть там, ну, дедушка, там, тренер, там, да, то есть, если ребенка в секцию даешь, что там, пусть он ходит на секцию нормально, где там нормальный тренер мужик и может прививать те ценности мужские, которые там ему в будущем помогут, да, там, в воспитании. Папа, как и я, в молодости занимался тэквондо и прочими видами искусств, которые использовали в качестве обороны там. Тэквондо я уже занимаюсь порядка уже 8-7 лет, наверное. Перерыв был 2 года, когда мне помешала 2-я смена. А в целом это был первый мой спорт, которым я начал заниматься. После где-то 5-6 лет тэквондо я продолжил на него ходить, но начал также увлекаться брейк-дансом. Там также дается нагрузка, но зато умею делать очень мощные и крутые движения, от которых публика прям в восторге. Ну, естественно, там есть и те, кто мощнее меня, прям намного. Ну, а так отборы я как минимум могу пройти. Мы с папой все время химичим и конструируем. Это прям наше хобби. Давай повторим то, что мы с тобой в школе флакирами когда делали. Ага. Потому что подурачиться тоже надо хочется, правда же? Конечно. Ну как же там не подурачиться? Мы любим. Не повторять, опасно. Мой принцип, что лучше возглавить какой-то кипиш, чем, допустим, отпустить это на самотек. Да? Когда мы что-то с ним делаем, немножко опасно даже, можно сказать, что-то такое делаем, я беру все равно так под свой контроль определенный. Я контролирую, чтобы ничего плохого не случилось, потому что я-то могу, ребенок это не может. Там, да? Но лучше он это сделает со мной, чем сам в подворотне с другими пацанами действительно что-нибудь нашкодит. Вот, поэтому лучше так. В школе вот урок химии проводили. Подхожу к учителю, там у нас был во 2 классе, говорю, а давайте проведем урок химии. Ну как, вот 2 класс, зачем химия? Да побалдеем тоже, повзрываем. У нас педагог пошел навстречу, молодец, мы настроили там всяких опытов, мы смешивали, мы поджигали, мы немножко даже там чуть-чуть там взрывали. И в практическая часть мы выращивали кристаллы. В детстве, наверное, многие из медного купороса делали кристаллы. И каждый ребенок у нас сделал такую вот заквасочку там из кристаллика на веревочке, в стаканчик, поставили на подоконник и потом соревновались, у кого больше кристалл вырастет. На родительское собрание, когда приходишь, кто у нас на родительском собрании в классе сидит? Очень часто 1-2 папы девочек, да? Почему папа не может прийти на родительское собрание, просто посидеть, послушать там, да, вот вообще классного руководителя, там, да, как ребенок учится с первых уст посидеть, послушать. На родительское собрание исключительно я хожу, там меня практически в школе не знаю, только если там надо окна в классе помыть там, или еще что-нибудь. Вот, а так папа. Если что-то нужно организовать, что-то сделать, ну, конечно, ну, не мама же это будет делать. Вот те же самые поход с палатками, там, да, или урок химии, там, или еще что-нибудь такое. Почему? Ну, папа, да. Ну что, ребят, пойдем штурмовать? Соход за 7 месяцев, осели города, теперь гору. Да, сколько там нам километров до вершины, Паша? 1 где-то. 2 километра. Вперед с песней. В последнее время мы не так часто чем-то совместно занимаемся, потому что у меня уже своих дел много тоже. И не всегда получается с семьей как-то взаимодействовать. Но раньше мы постоянно любили это на природу выбираться. То есть, сплавы различные, там, турпоходы, куда-то съездить. На машине мы всей семьей куда-нибудь регулярно ездили, там, в Сочи, Иркутск, Байкал.
Обожаем путешествовать. Жить без путешествия не можем. По крайней мере, я. Нет, вообще он у меня и муж тоже лесной человек. Мы поэтому-то с ним, наверное, и сошлись вот на этом как раз. То, что фанаты просто природы, и детей своих приучаем к этому. Конечно, сейчас дети-то все более такие, все в квартирах сидят с интернетами, с телефонами. Но наши, если зовем, они всегда нас поддержат, всегда с нами. Нам нравится более активный отдых. На машине куда-нибудь уехали, на речку, вот мы сплавляемся. Это наше вообще самое любимое мероприятие. Юзань, Белая, по 3-4 дня. Мы уезжаем с палатками сами на веслах, на лодках, 2-3 лодки. Организовываем с детьми, с собакой и вперед. Самое классное – это то, что мы пытаемся проводить время вместе. Ну вот, конечно, у меня супруга – это драйвер. Она говорит, вот надо куда-то выехать, надо куда-то ехать. В 4 стенах мы не сидим обычно. Поэтому летом у нас традиция, у нас есть 3 надувных лодки своих, мы, вот, ну, резиновые. Мы уезжаем либо на Юрезань, либо уезжаем там на другие речки. Вообще получается классно, потому что в Башкирии места очень красивые. Не нужно никуда ехать за рубеж, чтобы вот эту вот красоту посмотреть как таковую. Ну и побыть вместе с семьей. Большая прелесть то, что очень часто там не работает сотовая связь, и тебя не беспокоит там с работы, тебя не беспокоят какие-то мелкие проблемы, вот эти вот, которые могут возникать. И ты вот думаешь только там о хорошем, о своем, о семье, то ты полностью погружен в это. Какие у вас сосредоточенные лица? Зато у вас прямо, я смотрю, У нас все хорошо. все скучнее и скучнее. Стоит на лапах, а морду на лодку. Паша, вот это все обратно положи. Потому что сейчас чуть папе не утопит. Просто раньше я тогда мелкий был, и мне нельзя было, типа, сложное что-то давать. А когда я уже подрос, большим и сильным стал, папа уже решил меня научить, как собирать палатку. Вот, как ее упаковывать, как разбирать. Он всему этому учит. Он меня научил, наверное, прям всем способам разжигания костра. Также научил меня, какое дерево для этого лучше всего подходит. Бывают такие моменты, когда больше хочется быть в семье, а когда какой-то появляется драйв на работе, будь новые проекты там какие-то, да, нанимаем новых людей, пытаемся их научить что-то сделать, новый продукт появляется, там, в него нужно хорошо понять, его внедрить, а тут тебе раз там звонит, там, папа, у меня там нужно помочь по геометрии домашку сделать. Сам педагог по образованию, учитель математики и информатики, а Лена у меня учитель начальных классов с английским языком, поэтому у нас даже по приготовлению домашней работы есть определенные разграничения. Она помогает, если возникает у нас русская литература, английский, там, да, если с точными науками, то я уже помогаю. Мой папа величайший математик, он прям любой вопрос разбирает, помогает, если у меня какие-то трудности возникли. Также помогает с контрольными работами, там, электронными заданиями. И еще и помогает научиться этой теме, и чтобы я именно ее запомнил. Для меня главное в данном случае, чтобы ребенок не просто там получил 5 за какой-то ответ. Мне нужно, чтобы он разобрался. Даже если он разберется и получит 3, для меня это интереснее и, я считаю, правильнее, чем если он зазубрит, там, спишет, напишет и получит 5. Вот сначала мы учимся это на математике, а потом это в жизни учимся. У тебя дано конструктор, да? И вот что это за конструктор должно получиться? Там, да, это фантазия, мысли какие-то, еще что-то там, что-то теперь двигается, что-то где-то открывается, стреляет и так далее. Кстати, вот весь этот аналитический как бы момент, он дает определенный результат. Поэтому, вот, мне кажется, как раз вот с ребенком нужно в таком ключе разговаривать, чтобы он не зазубрил, не выучил, а именно помнил, как что делать. Мы любим не только баловаться, но еще и заниматься такими хорошими практическими делами. Мы с одного известного интернет-магазина заказали вот такой вот конструктор, катушка Тесла называется. Вот. Сам сидел, паял. Здесь у нас на кончике меди изображена прям плазма такая. Видно плазму, да, вот это вот как там светится, электромагнитное поле. Вот опыт, который на физике на уроке делать можно абсолютно своими руками сделать. Чем заняться с ребенком, да, вот можно, пожалуйста, спокойно. Тут схема достаточно простая, нарисовано, что куда припаять, как сделать, но и практический интерес, конечно, обалденный. Мы тогда сколько-то тысяч просмотров набрали даже на ютубе. Вот этот ролик, когда мы сидели с ним, появит эту катушку. Вот и все. Ну, а также он
по большей части мудрый. Ну, что бы я ему не задал, чтобы у него не спросил, он все равно ответит и знает ответы на любые мои вопросы. Мой папа хороший, мой папа лучший. Пацаны, они пацаны, девчонки по-другому. Вот как воспитывать девчонок, я вообще не знаю. Я не представляю, как можно там косички заплетать целыми днями. Бедные папы, наверное, которые с этими бантиками каждый день возятся. Там, наверное, сложнее.